На днях в России отметили один из дней воинской славы – День победы русской эскадры у мыса Тендра во время русско-турецкой войны в 1790 году. В преддверии этой памятной даты в Хангаласском районе состоялась встреча военно-патриотических клубов с героем России Евгением Шендриком. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. В Якутию Евгений Шендрик прибыл с Краснодарского края. С 1995 по 2010 год работал сотрудником управления «Альфа». И на этой должности участвовал в выполнении специальных заданий на территории Северного Кавказа. В 2000 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. В данное время ведет активную патриотическую работу среди молодежи. Воспитывать патриотов, настоящих граждан должны везде, во всех регионах. В каких-то областях на упор делается на День Победы, в каких-то других. Но я вот таким образом по крупицам собираю все самое лучшее. И потом у нас каждый год встреча с президентом 9 декабря, в День Героя Отечества. И мы с президентом делимся вот этими наработками и предлагаем ему внести поправки в законы, новые законы принять, для того, чтобы мы более эффективно воспитывали нашу молодежь. Встреча с Героем России прошла в актовом зале Ойской средней школы. На ней присутствовали члены военно-патриотических клубов из близлежащих населенных пунктов. Всего в Хангаласском Улусе действует 23 военно-патриотических клуба. Школьники продемонстрировали строевую подготовку, затем Евгений Шендрик провел для них круглый стол. Приезд таких людей, тем более в такое время, как в наше время, да, когда нет у нас национальной идеологии, идеи нету. Такие люди зарождают в молодом поколении рост дух патриотизма. Мы не случайно выбрали Немюгинскую школу, потому что в этом году начинаем работу по подготовке Немюгинской школы как центр военно-патриотической подготовки, республиканский центр военно-патриотической подготовки. Евгений Шендрик не первый год является также почетным гостем соревнований по пулевой стрельбе на призы компании «Алмаза Анабара». Посетив мероприятие, Герой России вылетит в воскресенье на родину. В следующем году он вновь планирует прибыть в республику и продолжить свою патриотическую деятельность. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский Улус.